Здравствуйте, в эфире канала «Новый век», выпуск новостей. Информационную картину дня представлю я, Анастасия Маслова. Смотрите сегодня. Война, унесшая жизни более 15 тысяч солдат. В день вывода советской армии из Афганистана вспоминают воинов-интернационалистов, не вернувшихся домой. Азбука интернета. В Туве пожилых людей обучают компьютерной грамотности. Прикоснуться к святому. В Национальном музее открылась специальная выставка «Кшага». И о главных событиях выпуска подробнее. 10 лет страшной и кровопролитной войны. 15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. Для нас эта война началась в 1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты были заброшены в Афган. И только в 1989 году, 15 февраля, территорию этой восточной страны окончательно покинули советские войска. Но домой вернулись не все. Груз-200 на протяжении 10 лет стал привычным для многих городов Советского Союза. Более 15 тысяч наших ребят в самом рассвете сил погибли в Афганистане. 15 февраля – день памяти тех, кто погиб в этой кровопролитной битве. В Кызыле центром памятных мероприятий стала площадь Победы, где состоялся торжественный митинг, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. Там, в день памяти воинов, выполнявших воинский долг за пределами Отечества, прошла церемония возложения венков к памятнику воинам-интернационалистам Тувы. Среди собравшихся родственники и близкие погибших в афганской войне, а также сами воины-интернационалисты. Ветераны вспоминают, из 400 ушедших по приказу погибло на фронтах чужой войны 12 солдат из Тувы. Сегодняшний день для нас одновременно и грустный, и радостный. Радостный, потому что появляется возможность встретиться и пообщаться с однополчанами. Полицейские Тоджинского района по горячим следам раскрыли особо тяжкое преступление. В одном из домов села И был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. У него были повреждения в области головы. Прибывшие на место оперативники установили личность погибшего, им оказался 40-летний местный житель. Также стало известно, что к преступлению может быть причастен односельчанин погибшего, который с места происшествия скрылся. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, скрывавшийся 27-летний подозреваемый был задержан в селе Адыркежик сотрудниками полиции Торахема. Сейчас о новостях экономики. Россиянам в этом году могут начать раздавать продовольственные карточки. Об этом сообщает ТАСС. Минпромторг и Минфин страны рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению. По словам министра промышленности и торговли страны Дениса Мантурова, введение продуктовых карточек позволит помочь определенной категории граждан, которые не могут купить некоторые товары, например, свежее мясо, рыбу и овощи. Министр отметил, что деньги, которые будут получать россияне, не будут скапливаться на счетах граждан. Их можно потратить только на покупку продуктов отечественного производства. Напомню, о выпуске продовольственных карточек Минпромторг сообщал в феврале 2015 года. С тех пор запуск программы несколько раз откладывался из-за нехватки бюджетных средств на ее реализацию. Просрочка по автокредитам в стране в 2016 году превысила 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. По их данным, самая высокая динамика роста доли просроченной задолженности к общему объему действующих автокредитов отмечена в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Тверской области. При этом в ряде регионов доля просрочки в портфелях банков, напротив, снизилась. Самое серьезное снижение отмечено в Чечне, Ингушетии и Адыгее. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в прошлом году снизились по сравнению с 2015 на 5,9%. И о курсах валют. По данным Центробанка России, официальный курс евро к рублю, установленный на 15 февраля 2017 года, снизился до 61 рубля 30 копеек. Упал и курс доллара. Он составляет 57 рублей 73 копейки. На Тувинской птицефабрике Енисейска будет запущен корпус для содержания промышленного стада кур-несушек. О планах предприятия рассказал заместитель директора птицефабрики Владимир Банников, являющийся представителем ООО «Хакасский комбикормовый завод», в управление которому с октября 2016 года передана птицефабрика. По его словам, на начальном этапе имеющееся оборудование позволит содержать не менее 55 тысяч несушек и производить до 40 тысяч яиц в сутки. До сих пор фабрика, напомним, специализировалась исключительно на
на производстве мяса бройлеров. По его оценке, фабрика в Туве превосходит аналогичные производства в соседних Хакасиях. Технологической вооруженностью закуплено и установлено немецкое оборудование, которого нет ни в Хакасии, ни в Шушенском районе. Кормление, удаление навоза – все механизированное. Обслуживают 2 корпуса посменно, всего 12 человек. Кроме того, птицефабрику поддерживают власти республики. Помощь с закупкой кормов и возмещается часть расходов на оплату электроэнергии. Массовый забой бройлеров идет с начала января. Из 27 тонн первой партии мяса большая часть уже реализована, в том числе в виде расчетов с поставщиками кормов, а также через собственный магазин фабрики. На подходе следующая партия мяса. Сделаем перерыв на рекламу. Оставайтесь на канале «Новый век». Уважаемые потребители АО «Тыва Энергосбыт», оплатить за электроэнергию, произвести сверку и передать показания прибора учета можно, не выходя из дома. Для этого необходимо воспользоваться личным кабинетом на сайте АО «Тыва Энергосбыт». На главной странице сайта выберите вкладку «Личный кабинет потребителя». В предлагаемых полях введите номер лицевого счета и фамилию абонента. Далее вам откроется информация о начислениях и оплатах по вашему лицевому счету. Оплатить за потребленную электроэнергию можно через любую из предложенных ниже платежных систем. Справки по телефону 560 87. Компания «Геотех». Недвижимость по всем правилам. Работаем с любыми объектами недвижимости, от маленькой дачи до линейных объектов. 8 923 219 99 11. Кочетова, 93, 3-й этаж. Приглашаем вас за подарками к празднику Шага. Выставка-продажа самоцветов и изделий из натурального камня с 10 по 19 февраля в Национальном музее. Ходим ножками, щупаем ручками и удивляемся глазками. Подарки для ваших любимых в РБТ.ру. Так, электробритва Philips по интернет-цене 1990 рублей. РБТ.ру. В Туве создано агентство по делам национальностей. Новое ведомство должно укрепить единство многонационального народа Тувы. Его возглавляет Вера Лапшакова, и сегодня она у нас в гостях. Вера Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите подробнее, какова цель создания нового ведомства? Цель прежде всего – это, конечно, реализация государственной национальной стратегии Российской Федерации на территории Республики Тыва. Почему возникла необходимость? Тенденция создания органов исполнительной власти, выделения, вернее, органов исполнительной власти из структуры идет сейчас на федеральном уровне. Если вы обратили внимание, буквально 2 года назад было создано Федеральное агентство по делам национальностей, которое, в свою очередь, рекомендовало регионам создать или выделить из своих структур органы исполнительной власти, которые будут курировать непосредственно национальную политику. У нас во многих регионах такие структуры есть. Допустим, в соседней Хакасии есть Министерство по делам национальностей. Во многих регионах есть просто управление, которое в рамках общественных связей занимается. Но глава республики принял решение, что нам необходим отдельный орган исполнительной власти в статусе агентства по делам национальностей. То есть оно будет как-то координировать, да, работу вот в этом направлении? Да, основная задача агентства – это как раз координация межотраслевой деятельности органов исполнительной власти по реализации государственной национальной политики. А вот ранее кто этим занимался? Этим вопросом? Ранее этим вопросом занималось Министерство культуры. В рамках министерства существовал отдел национальной политики. И, конечно, вот тот спектр вопросов, который сейчас появляется, и вызвал необходимость именно создать отдельный орган, потому что, наверное, к большому, если так можно сказать, счастью, да, для отдельных категорий появилось очень много направлений, которые мы сейчас берем под свое крыло, выделяем в отдельное направление деятельности и будем курировать. Сколько национальностей представлено в Туве? В Туве у нас представлено, согласно последней переписи, 85 национальностей. Это, конечно, меньше, чем, допустим, перепись 2002 года, потому что там было 107 национальностей. И нужно понимать, что 85 национальностей у нас тоже, они разбросаны не в таком большом количестве, не в той палитре, да, как, допустим, представлены не хотя бы в Республике Хакасии. У нас, конечно, большая часть коренного населения, да, тувинцы порядка 80% составляют.
И дальше идет расклад по национальной палитре уже республики. А вот что делается для того, чтобы диаспоры, национальности, они вот между собой, как сказать, не конфликтовали, а наоборот жили дружно и узнавали друг о дружке, может быть, терпимость какую-то проявляли друг другу? Ну, ряд мероприятий, которые направлены на формирование национального единства, они же были всегда у нас. И сказать, что мы вдруг сегодня начали заниматься национальной политикой, да, это будет в корне неправильно, потому что буквально с 2008 года главой правительства была проявлена инициатива о создании Центра русской культуры, затем был создан Центр тувинской культуры, затем у нас появились такие центры где-то в муниципальных образованиях, то есть порядка 3 у нас центров существует. Появились общественные организации, которые выполняют роль таких именно общественных инициатив по укреплению гражданского единства. Существует Ассамблея народов Республики Тыва, Общественная палата. То есть на самом деле органов различных форм, их в республике очень много. Конечно, всегда не хватало вот этого единоначалия в этом деле. Который будет, наверное, да? Вот да, который будет как раз выполнять роль, будет исполнять это агентство. И как раз агентство будет еще выполнять такую направляющую роль по сохранению и развитию коренных малочисленных народов, тувинцев, тоджинцев. Вы поддерживаете связь с другими регионами, чтобы как-то вот наметить, да, план работ, что предстоит сделать, все-таки по опыту, наверное, легче ориентироваться? Ну, конечно, поддерживаем. Этот опыт был всегда, вопросы обмена. Но в этом году мы, если говорить по аналогии, то, конечно, аналогии нашей республики вряд ли мы найдем, потому что мы все равно республика уникальная со своей культурой, со своей самобытностью. И очень многие процессы, которые в том же Красноярском крае проходят незамеченными, да, для нас это нужно переосмыслить эту ситуацию. Поэтому здесь мы больше нацелены все-таки на конструктивный диалог в плане творческого обмена, в плане обмена профессионального. Сейчас, допустим, мы работаем вот с одним из районов Красноярского края, с нашим муниципальным районом, по обмену педагогами. Мы прорабатываем тот вопрос, что наши педагоги будут выезжать, работать на детских коллективах в Красноярском крае, а красноярские педагоги приедут к нам. Вот такой небольшой 3-дневный опыт для того, чтобы, что называется, попробовать и почувствовать ситуацию. И это даст совершенно новый импульс и для педагогов, и для детей. Какой-то план работ вообще на год на этот уже наметили? Конечно, план работы уже намечен, он уже сформирован. Я еще раз заостряю внимание, постарались сохранить все те мероприятия, которые уже состоялись, но вместе с тем в этом году мы особое внимание обращаем именно на обучение. Потому что, на мой взгляд, сейчас главное вот поставить эту работу на грамотные, хорошие такие рельсы, чтобы в дальнейшем уже можно было идти спокойно в этом направлении. Ну и здесь одна из главных задач для нас, как для управленцев, все-таки стоит в том, чтобы мы на своих вот обучающих семинарах, на встречах во время выездов помогли муниципалитетам все-таки посмотреть по-новому на эту проблему, осознать эти вопросы, потому что многие считают, что национальная политика – это только вот дружба народов. Есть еще ряд вопросов, которые мы обязаны курировать, и, к сожалению, они злободневны, актуальны, и выводить их из-под контроля государственной власти нельзя. Ну, спасибо, мы желаем вам удачи в ваших начинаниях, чтобы все получилось. А я напомню, спасибо. Сегодня у нас в гостях была руководитель регионального агентства по делам национальности Вера Лапшакова. Далее наша ежедневная рубрика «Новости короткой строкой». Эксперты
Эксперты Общественной палаты России представили рейтинг рождаемости в регионах по итогам прошлого года. В нем на первом месте Тува, а на последнем – Ленинградская область. При этом больше всего абортов делают в Магадане, а меньше всего детей на 1000 населения рождается в Рязанской области. Оказалось, что лишь в 4 регионах на одну женщину приходится 3 детей – в Туве, Чечне, Алтае и Ненецком автономном округе. В среднем по 2 детей рожают в 16 регионах, а по 1 в 65. Глава Минобороны России Сергей Шойгу оказался среди тех, кто набрал максимальный балл за всероссийский географический диктант. Максимальную оценку получили всего 413 человек из 190 тысяч. Средний балл по итогам географического диктанта составил 52 балла из 100, что соответствует оценке удовлетворительно. А вот каждый 5-й из общего числа участников набрал менее 30 баллов. Причем молодежь от 11 до 18 лет продемонстрировала катастрофическое незнание географии. МВД Тувы сообщает, теперь в полицию дозвониться сотовых телефонов стало проще. Для всех операторов действует единый номер 102. Причиной введения в эксплуатацию единого номера стало то, что привычные двузначные номера 01, 02, 03, 04, которые срабатывают при вызове с городских телефонов, не действуют при наборе сотовых. Поэтому каждый сотовый оператор установил свою трехзначную комбинацию цифр для вызова экстренных служб, что было крайне неудобно для граждан. Накануне состоялся запуск работы сайта www.dorogi.onf.ru, который представляет собой интерактивную карту убитых дорог. Актуальность нового сайта обусловлена недовольством граждан, неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах, а также невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о дефектах и необходимости их устранения. По этим данным будут составлены рейтинги дорог, которые будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 годах. 27 февраля в Кызыле на площади Арата в рамках празднования народного праздника Шага будет организована выставка-ярмарка товаров местных товаропроизводителей. Зона торгового обслуживания будет разделена на секцию общественного питания и секцию выставки-ярмарки товаров местного производства. На выставке будут представлены продукты питания местного производства, национальная одежда, сувенирная продукция и буддийская атрибутика. Уверенно владеть персональным компьютером, а в интернете чувствовать себя как рыба в воде. Такую возможность вот уже несколько лет предоставляет пожилым людям региональное управление пенсионного фонда. С 2015 года они участники социальной программы «Азбука интернета» в части финансирования расходов по обучению неработающих пенсионеров компьютерной грамотности. В Туве желающих пройти обучение пока немного. С теми, кто уже овладел ПК и теперь осваивает просторы интернета, познакомилась наша съемочная группа. Когда предложили поучиться компьютерной грамотности, не раздумывая, ухватилась за эту возможность, рассказывает Вера Васильева. В течение 2 месяцев женщина осваивала персональный компьютер, все манипуляции, терминологию записывала в блокнот, чтобы разговаривать с наставниками на одном языке. Теперь она и сама уверенный пользователь ПК. Сейчас Вера Ивановна осваивает просторы интернета. Я завела свою страничку ВКонтакте, в Одноклассниках и связываюсь со своими друзьями. Вот сейчас только что недавно открыла страничку своей одноклассницы бывшей и нашла у нее фотографию нашего класса 75-го года выпуска. А у меня такой нету. Я ее быстренько перекинула себе на страничку. В интернете Вера Ивановна не только общается. Всемирная паутина открыла перед ней другой, незнакомый до этого мир, делится женщина. Благодаря ему она и учится, и черпает всю необходимую ей информацию. Я там состою в клубе «Молодые мамы». Так как я модельер по трикотажу по профессии, по своей, я очень много оттуда беру новых моделей. Вот, рисунки. Сейчас обучаюсь ирландскому кружеву. Потом хочу перейти на французское кружево. Этого я не умела. Вот. Потом, если мне что-то нужно узнать, там, например, по пенсии или по социальной сфере, какие-то юридические вопросы, я могу спокойно зайти в интернет, открыть юридическую консультацию и задать вопрос. Мне ответят. Чтобы у людей пожилого возраста была возможность получить госуслуги в электронном виде, была создана программа «Азбука интернета». Правда, пока, как рассказали в региональном управлении пенсионного фонда, обучившихся компьютерной грамотности в республике немного. В планах у управления совместно с Министерством труда и социальной политики Тувы выявить во всех районах пожилых людей, желающих пройти обучение. Я считаю, что это нас охват маленький, но где-то около чуть больше 600 человек. Это для республики это мало. Это в основном в районных центрах. Конечно, вот
те наши пенсионеры, которые прошли обучение, они очень хорошо, грамотно пользуются. У нас даже наши представители участвовали во всероссийских компьютерном многоборье, даже ездили и получали призовые места. Вера Васильева неоднократный участник соревнований по компьютерному многоборью. Правда, первый конкурс закончился для нее неудачно. Сама виновата, признается женщина. Один раз я схитрила, мне за это по рукам надавали. Надо было написать сочинение, а я вместо того, чтобы написать, я залезла в интернет, нашла сочинение про компьютеры, их слямзила и немножко под себя подогнала. Вот, из-за этого мне никакого места не дали. Теперь к соревнованиям Вера Ивановна относится серьезнее. Сейчас активно тренируется с подругой из Санкт-Петербурга, также при помощи интернета. В планах занять призовое место в компьютерном многоборье в другом регионе. Анастасия Маслова, Алексей Филиппов, телекомпания «Новый век». Школьники Тувы, Воронежской области, Татарстана и Удмуртии провели совместное занятие по видеоконференц-связи. Организатором видеоурока выступило Министерство образования и науки Республики Тыва. Ребята приветствовали друг друга на разных языках, рассказывали об истории возникновения своих языков, особенностях звучания и произношения, читали стихи Пушкина на удмуртском, татарском и тувинском. Главный инспектор по русскому языку Тувы Елена Хардикова поблагодарила ребят за активное участие. Отметила, что именно в результате такого общения производится взаимообогащение культур. Общение в рамках проекта «Мост дружбы» позволяет школьникам и учителям из разных уголков России общаться, узнавать что-то новое. В проекте приняли участие 88 школ со всей России. Поклониться священным реликвиям могут все желающие в Национальном музее имени Алден Мадер. Там к празднованию Шага открылась специальная выставка. У посетителей появилась редкая возможность преклониться и получить благословение священных буддийских реликвий. Они, подобно драгоценным камням, извлечены из пепла Будды и великих учителей. Считается, что соприкосновения со священными реликвиями воздадут верующим одухотворение, душевный покой, радость и вдохновение. Они излучают всепронизывающую энергию любви и сострадания. Благоприятно возносить молитвы, совершать духовные практики и медитировать рядом с ними, накапливая духовные заслуги. Соприкосновение со священными реликвиями оставляет глубокий, благотворный след, который проявляется в этой и последующих жизнях. Впервые выставили здесь очень уникальные экспонаты. Это божества, это танки божества, изображение божеств на холсте. Здесь вы можете увидеть работы тувинских мастеров 19-го, конца 19-го, начала 20 века. И не только тувинские работы, но здесь представлены работы и монгольских мастеров, китайских и непальских. Практически это впервые такая выставка была открыта, будет открыта. А сейчас о погоде, далее прогноз на ближайшие сутки. Здравствуйте! С погодой на завтра познакомлю вас я, Ксения Перумова. Но сначала о нашем партнере, магазине «Медтехника». Здесь вам предложат реабилитационные и ортопедические изделия. В ассортименте корректоры осанок для детей и взрослых, ортопедические стельки, бандажи Шанса, плечевой пояс Дикуля и шины Фрейка. Всегда в наличии ходунки, костыли, трости, санитарные приспособления. Подробнее с ассортиментом вы можете познакомиться по адресу Калинина 3/3 в здании медико-диагностического центра на цокольном этаже. Магазин «Медтехника». У нас вы найдете все, что поможет поддержать ваше здоровье в домашних условиях. Массажеры, ингаляторы, кварц, солевые лампы, лампы Чижевского. Также в наличии медицинская одежда и аксессуары. Халаты, перчатки, шапочки, маски, чехлы на фонендоскопы и многое другое. Калинина 3/3. Магазин «Медтехника». Будьте здоровы! Ну а теперь о погоде на предстоящие сутки. Синоптики обещают нам морозное утро, на градуснике до минус 32. Днем будет довольно пасмурно, но безветренно. За окном 26 градусов мороза. Вечер встретит нас снижением температуры до минус 15, минус 19 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 706 мм ртутного столба. Влажность воздуха 99%, геомагнитное поле спокойное. На этом все. Я желаю вам приятного вечера и до встречи. По данным метеорологов, с 14 по 17 февраля в горных районах Западного Восточного Саяна и Кузнецкого Алатау сохраняется риск схода снежных лавин. На основании данного прогноза, учитывая погодные условия, сход лавин наиболее вероятен на горе Мангун-Тайга. В целях безопасности Главное управление МЧС России по Республике Тыва обращается к туристическим группам с просьбой не выходить на горнолыжные и альпинистские маршруты на указанных участках.
По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране погода пасмурная, снежная пыль. Температура воздуха утром минус 27 градусов, днем минус 12, минус 18. В Родане пасмурная, снежная пыль. Температура воздуха утром минус 27 градусов, днем минус 12, минус 17. На Полке погода ясная, без осадков, ветра нет. Температура воздуха утром минус 21 градус, днем минус 11, минус 16. В Танзыбе ясно, без осадков. Температура воздуха утром минус 30 градусов, днем минус 13, минус 18. По всей трассе проводятся дорожные работы. Проезд удовлетворительный. На этом наш выпуск завершен. Новости нового века вы всегда можете посмотреть на нашем YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Всего доброго и до скорых встреч!